том 10, страница 234, страница 235. Следователь, тоже как и я, не понимает, за что Тян получил деньги. И в итоге в очередной раз спрашивает: расскажите, в чем выразилось содействие руководителя администрации города Сыктывкара при реализации контракта на поставку уборочной техники, а именно за что? Именно вы передали Зеничеву 12 миллионов рублей. Ответ Тяна: в данном случае я понимал, что Зеничев, РВ, может по любому формальному поводу расторгнуть со мной контракт, а я был заинтересован извлечь прибыль при исполнении данного контракта. Из смысла сказанного Зеничевым следовало, что нормальное, бесперебойное исполнение этого контракта будет возможно лишь в том случае, если я со своей стороны передам денежные средства. То есть речь идет уже не о том, что надо выиграть контракт. Надо просто его спокойно исполнять. А это как, я не знаю, то есть как условие, как что. Но уже это третий вариант. За что? Тян якобы мне передал взятку. Я сейчас не могу вспомнить, что конкретно говорил Зеничев, но суть сводилась именно к этому. Протокол очной ставки. На протоколе очной ставки. Извините, да. Том 46, страница 150 и по 154. Протокол очной ставки между мной и Тяном. Вопрос следователя: имелась ли договоренность между вами, Зеничевым, о передаче от вас Зеничеву взятки за участие ООО «Управление транспортного строительства» в поставке коммунальной техники для нужд администрации МО Сыктывкар? Значит, Тян коротко говорит о той встрече, которая была, и конкретизирует. По истечении времени я дал согласие на условие возврата 12% от суммы контракта Зеничеву РВ. Ну, жалко, конечно, что такие очные ставки не записываются на видео, потому что Тян там был как 3-летний ребенок, читающий стишок, а свидетель как мама, подсказывающая слова для этого стишка.